Следующий вопрос. Идаштарата фил вакф ан ябиаху ау яхабаху ау ярджиа фихи маташа. Говорит, если человек отдает что-либо в качестве вакфа, но ставит условие, что имеет право продать этот товар, или этот предмет, или подарить его, или отказаться от этого вакфа в любой момент. То есть имеется в виду забрать его обратно и вывести его из вакфа. Такой вакф действителен или нет? Вопрос понятен или нет? Человек отдает помещение и говорит, все, это помещение вакфа для требующих знаний, допустим, или для такого-то семейства, или для бедняков, или для муджахидов и тому подобное. Говорит, но я ставлю условие, что когда я захочу, я смогу забрать это помещение обратно, вывести его из вакфа и продать, или подарить, и тому подобное. Или просто забрать его из вакфа. Разрешено такое или нет? Говорит Кали ибн Кудама филь Мугни, говорит ибн Кудама в своей книге Аль-Мугни, «Ва иншарата ан ябиаху маташа», если человек поставил условие, что он может продать предмет своего вакфа, когда пожелает, ау яхабаху, или подарить его, ау ярджиафи, или отказаться от вакфа, когда пожелает, имеется в виду вывести этот предмет из состояния вакфа обратно в свое владение, лам ясиха шарт валяль вакф. Говорит, это условие является недействительным, и сам вакф также является недействительным. Говорит, ла на'ламу фии хиляфан. Говорит Ибн Кудама, мы не знаем в этом никакого разногласия. Лянну юнафи муктадаль вакф. Почему? Потому что это условие противоречит самой сути вакфа. То есть вакф это, что такое? Это как раз садака, которая заключается на вечной, то есть на постоянной основе. А здесь получается, что человек не заключает ее на постоянной основе, но говорит, я могу вернуться от этого вакфа, когда пожелаю. Говорит, и возможно также мнение о том, что само условие неправильное, но вакф является действительным. Если рассматривать это с точки зрения некоторых условий, которые есть в торговле, которые являются недействительными, а сама торговля остается действительной. Нам правильное мнение здесь, то что это условие является недействительным, так же как и сам вакф. Ни вакф, ни шарт, ни вакф сам, ни условия это не являются действительными. Каля Абу Абдилля Фахулла, говорит Шейх Мухаммад ибн Хизам, юмкину ан ядж'аля аль-айн садакатан мукайядатан бима юриду аля янвихи вакфан. Говорит, человек может сделать просто садака мукайяда, то есть ограниченная садака, то есть временное, допустим, говорит, я отдаю этот предмет, допустим, временно тебе в садака, попользоваться и тому подобное, и потом что? Чтобы он смог вернуться от этого садака, когда захочет. Но не должен говорить это как вакф, потому что вакфом это не является. Далее.